Анна Юрьевна, здравствуйте. Ну что ж, совсем скоро в России начнут выпускать школьные тетради с изображением героического, легендарного экипажа танка «Алеша», который в одиночку справился с колонной 8 единиц бронетехники ВСУ. В том числе в составе экипажа были и два наших якутянина, Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Расскажите, пожалуйста, что из себя представляют эти тетрадки, когда они выйдут и где они появятся в первую очередь? Да, на самом деле в ближайшие дни мы будем радоваться еще одной нашей победе. И если говорить о детских канцтоварах и тетрадках с изображением патриотического контента, надо сказать, что она первая, потому что вместе со студией Грекова, вместе с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, вместе с нашими другими коллегами, кто нам помогал, удалось добиться того, что в свет выходит легендарный танк «Алеша», который будет на детских тетрадках. Это хорошо забытая традиция предыдущего времени, но сегодня она востребована как никогда. Очень хочется, чтобы наша победа была перед глазами наших детей, герои, на которых на самом деле хочется равняться. И поэтому в ближайшие дни выйдет в свет первый тираж, 150 тысяч экземпляров. Они появятся на полках розничной торговли, они появятся в маркетплейсах. Кроме этого, появились заказы из новых торговых точек, которые уже сейчас, увидев такой резонанс и интерес людей, готовы делать новые заказы. Главной задачей, которую мы ставили перед собой, было, конечно, то, чтобы наше окружающее пространство, которое вокруг наших детей, безусловно, как говорят все великие педагоги, воспитывает наших детей, воспитывало их в добрых патриотических традициях. И поэтому перед глазами должны быть настоящие герои сегодняшней России. И не только сегодняшние, герои прошлого, настоящего формируют героев будущего. Поэтому достижения России, наше достояние, а это в том числе люди, наши герои, должны окружать наших детей, вызывать стремление наших детей подражать им и идти за ними, быть примером и такое, знаете, маяками для наших детей. Поэтому первый образец и первое изображение танка «Алеша», но надо сказать, что там есть QR-код, который ведет нас на передачу о героях, которые мы делаем вместе с телеканалом «Звезда», с теми, кто помогает нам, с рассказами о тех ребятах, которые сегодня завоюют нашу победу на передовой. Это герои всей страны, и мы знаем, что сегодня решение было Минобороны России о том, что еще 10 изображений будут проработаны в ближайшее время. И тот долгий непростой путь согласований, который занял порядка полугода, с точными выверенными деталями, согласованиями всех элементов с профильными структурами и экспертами мы уже прошли. Теперь дальше будет проще. Поэтому я хочу сказать, что это первая победа, это только начало, мы идем дальше. Очень важно, чтобы все настоящее, а самое лучшее окружало наших детей. Анна Юрьевна, когда у вас появилась идея создать такие патриотические тетради, и почему на школьных канцтоварах должен присутствовать патриотический контент? Проект начался очень неожиданно. Мы увидели, что, несмотря на то, что постоянно в новостях уже 2 года идет специальная военная операция, рассказываются о героях специальной военной операции, патриотизм сегодня стал таким хорошим трендом нашего общества. Одновременно с этим не все поспевает за решением этой задачи, и мы не увидели этого системного решения как раз в детских товарах, что на самом деле крайне, наверное, вызывало вопросы. Поэтому, отвечая на вопросы многих мам, в том числе я как мама, очень рада буду, что тетрадки, которые приобретаем мы, родители, для наших детей, будут нести информацию не только просто листочек в клеточку, а здесь будут те герои, которых хочется равняться. Гимн России, информация о других героях специальной военной операции. Ну и, конечно, мне кажется, что особенно радостно, и не могу не сказать о том, что люди из регионов, увидев первый рисунок на тетрадках, первыми позвонили Якутии и Приморье, которые сказали о том, что вот знаете, там наши герои, мы хотим, чтобы весь тираж был у нас. Это здорово, когда страна знает своих героев, когда дома их любят и ждут и уважают. Почему для такого масштабного проекта, для патриотических тетрадей был выбран именно экипаж танка «Алеша»?
когда принималось решение, мы думали, что же будет, что станет первым изображением, который появится на тетрадках, из чего все начнется, потому что дальше планы достаточно обширные. Это герои и достижения науки, не только истории и военных действий, но и культуры, спорта. Это прекрасная наша природа России. То есть все достояние должно отражено быть в тех детских товарах, которые сегодня окружают наших детей. То информационное пространство в широком смысле слова. Но когда мы начали говорить о том, что же станет первым, как раз это был период, когда танк Алеша, это легендарный их победоносный такой поступок, геройский поступок, не сходил буквально с уст каждого. И тут дискуссий не было, у нас не было других вариантов. Мы сразу начали именно с легендарного экипажа танка. Работа эта началась в студии Грекова. Низкий поклон нашим специалистам, нашим художникам. Вот как раз тот пример, когда творчество направлено туда, куда надо, остается в веках и достучалось до сердец многих. Расскажите, пожалуйста, о будущем проекта. Если сейчас в рамках пилотного тиража готовы 150 тысяч тетрадей, то, наверное, к началу следующего учебного года, к 1 сентября на школьных ярмарках мы уже увидим в полном объеме эти тетради. Сегодня первый тираж отпечатан в Пензенской области, и дальше уже сейчас есть заказы на сотни тысяч тетрадок. Это еще не наступил сентябрь, это еще нет у нас, скажем так, вот этого активного горячего периода подготовки к школе, но уже сейчас сотни тысяч заказов. Более того, и хочу я это, наверное, отдельно отметить, что многие заказывают для того, чтобы раздать это детям. Мы добивались того, чтобы изменение внешнего вида тетрадки не повлекло за собой финансовых, скажем так, затрат дополнительных. И нам удалось это сделать. Мы нашли эту организацию, которая приняла это решение. Было заново выстроено все, чтобы отпечатать совершенно новое изображение. Художники подогнали под возможности и технической реализации этой задумки. Этот процесс на самом деле очень непростой, но нам удалось пройти эту дорогу. Теперь она расчищена, и по ней нужно идти дальше, чтобы все самое лучшее было окружало наших детей. Анна Юрьевна, спасибо вам большое за интервью. Спасибо.